Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Алексей. И сегодня у нас с вами будет рубрика «Вопрос-ответ». Это рубрика, где я отвечаю на ваши вопросы более так развернуто, чем мы обычно привыкли. Но прежде чем я начну свое видео, нет, я не буду опять вас проситься подписаться. Вы и так знаете, что нужно сделать. Подписаться, поставить лайк. Я хочу поздравить всех с наступающим праздником весны. Это Наурыз. Это наш светлый, замечательный праздник. Хочу пожелать всем в этот праздник любви, тепла, что наконец-то пришла весна. И я очень сильно верю, что этот год будет лучше, чем прошлый. Еще раз всех с праздником. Всем, всем, всем очень крепкого здоровья. Давайте непосредственно перейдем к обзору. И вот после таких красивых, теплых слов у нас немножечко негативный комментарий. Итак, написала нам девушка под ником Avon Узбекистан. Она пишет: мои все знакомые ушли в другие компании. Как так не виноват Avon? Там изменился начальник и решил поменять все. Туши, которые стоили 1000 тенге, сейчас 1569 тенге. Это нормально. И в России уже жалуются блогеры. Ну, не знаю. Да, для нас, знаете, для нас всех эта тема очень трепетная. Я хочу объяснить ситуацию, что вы... Ну, давайте по порядку, да, разложим. Вы пишете, что все ваши знакомые ушли в другую компанию. Здесь я как бы хочу сказать... И флаг им в руки, пусть идут. Нам к тем, кто остался, больше достанется. Ну, ребята, насильно мил не будешь, да. Компаний много, у нас у всех есть выбор. Вы знаете, вот благодаря вашему комментарию я хочу сделать обзор каталогов. Такой, знаете, сравнительный обзор каталогов Faberlic, Oriflame, Mary-Kay, Avon. И показать вам, дорогие мои, то, что вы заблуждаетесь. Не только в компании Avon дорожает. Дорожает и в Faberlic, и в Avon, и в Mary-Kay, и в обычном гастрономе, куда вы ходите за продуктами питания. Поэтому, дорогие мои, я еще раз говорю, Avon не виноват. Виновата эта проклятая пандемия, которая внесла коррективу во весь мир. И всем компаниям нужно подстраиваться под то, что сейчас есть. Все подорожало. Друзья мои, все подорожало. У нас в Казахстане подняли пенсию. А это уже, как правило, если поднимают пенсию, поднимается коммуналка, поднимаются продукты питания. Еще в прошлом году, для примера, в пандемию я покупал... Когда у нас был карантин, я в мае, по-моему, ходил на оптовку. Ну, на оптовку это где у нас низкие цены. Я покупал сахар за 250 тенге килограмм. Вчера я купил за 350. Алло! Причем здесь Avon? Я не знаю, сейчас ругаться начну. Сахар подорожал, это нормально. А Avon подорожал. Все, пипец, тушь подорожала на 500 тенге. Побежали все в другую компанию. А там, там тушь 5000 тенге. Я не знаю. Еще раз говорю, что ушли те, которые не нашли в Avon дорогу. Я дорогу нашел, у меня все прекрасно. Я даже, видите, подготовился. Это у меня часть ароматов, которые я получил за 600 тенге. Раз, два, три, четыре. 8 ароматов. Они стоят по 8 тысяч в каталоге. Я общаюсь с разными представителями, и мне тоже делятся. Но большая часть представителей, которые у меня лично в моей группе, они многие занимаются и Oriflame, и Faberlic, и они говорят, что столько подарков, сколько есть в Avon, нет ни в одной компании. Не знаю. И по поводу России, то, что в России жалуются блогеры, у нас тоже жалуются. Жалуются везде. Без вот этих жалобных людей жизнь как без лоха, вы понимаете? Я еще раз говорю, я вас не осуждаю, я вас не обвиняю. Я хочу, чтобы те люди, которые читают ваш комментарий,
понимали то, что это ваше личное мнение, это личное мнение ваших знакомых, которые ушли. Не надо бояться. Да, пробуйте себя, ищите себя в разных компаниях. Я себя нашел здесь, я никуда не собираюсь уходить. Я пережил 20-й год в компании Avon, когда были тяжелые времена. Я переживу и 21 год, я в этом полностью уверен. Я не то, что, знаете, фанат до костей. Но Avon мне дал жизнь, Avon дал мне работу, Avon дал мне независимость. И я весь 20-й год просидел практически дома и не потерял зарплату. Поэтому я уходить пока никуда не собираюсь. И тем, кто меня понимает, пожалуйста, поддержите меня. Поставьте лайк, напишите в комментарии, что вы думаете по поводу того, что в Avon все подорожало. Напишите. Ну, а то, что вы пишете, что поменялся начальник у нас меняется почти каждый год. Год, 2 года. В Avon вот за мои 10 лет уже 6 или 7 начальников поменялось. Понятно, что каждая метла метет под себя. Поэтому приходит начальник, каждый начальник хочет себя перед Global зарекомендовать. Тем, кто не знает это выражение, Global это непосредственно офис американский, так скажем, который руководит всеми эйвенщиками мира, так скажем. Это называется Global. Естественно, наш нынешний начальница хочет тоже себя зарекомендовать. И она делает все, чтобы усидеть на этом месте как можно дольше. И она будет делать так, чтобы компания приносила прибыль, а не убытки. Поэтому идем в ногу со временем. Подорожал хлеб, подорожала и тушь. Друзья, ну это очевидно. Поэтому я еще раз прошу прощения, если я сейчас кого-то этим ответом обидел. Но, друзья, как-то так. Продолжаем негативную тему. Людмила Тихоплав. Ну, можно поменьше болтовни. Людмила, да можно, конечно. Вы шли мимо, идите мимо. Мы сколько болтали, столько мы и будем болтать. Канал создан для того, чтобы болтать. Ну, то есть... Канал создан для того, чтобы обсуждать, разговаривать. Ну, болтать, естественно, по-русски говоря, как это назовешь. Ну, то есть, вот что вы сейчас предлагаете, чтобы я на ваши вопросы отвечал коротко? Да, нет, да? Ну, что это такое? Ну, знаете, на самом деле, Людмила Тихоплав, она... Тихоплав. Она тихо проходила моего канала. Я сейчас ни в коем случае этим комментарием не обиделся. Я просто хотел вам показать, потому что люди пишут под разными видео, разные комментарии. И не все мои зрители могут эти комментарии видеть. Комментарии могут написать над видео, которое вышло в прошлом году. Я-то их все вижу, а вы, к сожалению, под каждое видео не зайдете. Поэтому я хотел вам показать. Давайте закидаем камнями, палками Людмилу Тихоплав. Если вам не нравится, я уже говорил в таких видео, я не устану говорить. Если вам не нравится моя болтовня, ищите блогеров. У нас есть в Казахстане блогеры, которые именно Avon снимают. Я не буду называть их имена, чтобы никого не обидеть. Вот к ним идите, они как раз-то ничего не говорят. Зато будете в курсе всех событий. Сауле Нургалиева. А почему у меня тут? Ну ладно. Добрый вечер. Читала в Инстаграме, что Avon как фирма банкрот. Выкупила Бразилия. И еще флакон должен отстояться после транспортировки. Блогеры Avon вещают. Прошу прощения, я не разделил. Значит, смотрите, Сауле нам пишет. Добрый вечер. Читала в Инстаграм, что Avon как фирма банкрот. То есть выкупила Бразилия. Хорошо. Закрепили вопрос. И еще... Сауле пишет под видео, где, видимо, я распаковывал то, что был замерзший флакон аромата. То, что флакон должен отстояться после транспортировки. Блогеры Avon вещают. Ну, об этом говорят. Да, я и без них знаю, что он должен отстояться. Но просто, когда я снимал видео, на тот момент некогда было ждать. Нужно было быстренько отснять материал. По поводу выкупа Бразилии, банкротства и Инстаграма. Друзья, ну давайте
будем... Мы взрослые все люди, я надеюсь, что мой канал смотрят все взрослые, адекватные люди. Я уже говорил, что в прошлом году, когда у нас в Эйвоне была проблема, когда мы месяцы не работали, потому что была заблокирована вся система, я уже тогда говорил, что нужно читать официальные источники. Официальные источники. Не читайте Инстаграм. Да, господи, много чего говорят, много что пишут. Вы не забывайте, что есть фирмы, которые рады тому, чтобы Эйвон разорился. И они могут сливать в интернет информацию подобного характера. Если бы Эйвон разорился, ну, наверное, я бы, наверное, вам бы уже давно бы сказал, ребята, Эйвон разорился, пошлите, как все вот друзья нашего предыдущего подписчика, в другие фирмы. Но Эйвон не разорился, Эйвон жив живее всех. Не забывайте, что Эйвон пережил за уже 140 лет, что только не пережил, и вы думаете, что он разорился? Да бред это. Уже была информация, уже говорили, по-моему, на моем канале у меня был тоже видеоролик, что произошло слияние очень крупных косметических фирм, в том числе и вот какая-то, видимо, бразильская, я честно сейчас еще не помню. Но нас уже это ждет. Скоро мы увидим, наш каталог обещают пополниться разными продуктами разных фирм. То есть слились, по-моему, 4 фирмы в одну. Как это, что происходит, я пока не знаю, не могу сказать. Но что Эйвон разорился, это бред псивой кобыли. Поэтому читайте официальные комментарии. По крайней мере, ну, вы же у меня на канале. Вы же прекрасно видите, что я даю очень правильную и нужную коммуникацию. То есть, ну, доверяйте мне, по крайней мере. Вот, никто никуда не разорился, все у нас прекрасно, все у нас хорошо. Ну, по поводу флакона я уже сказал. Да, действительно, когда продукция у нас зимой приходит подмороженная, то, конечно, туалетной водички надо отстояться, немножечко согреться, чтобы, когда ее качнешь, чтобы раскрылся весь аромат. Фух, переходим дальше. Дальше у нас, ну, какой-то у нас сегодня такой полунегативный обзор. Марина Радченко пишет. Алексей, здравствуйте. Вот вам в вашу копилку вопросов. Я вас услышал. Выношу ваш вопрос на всеобщее обозрение. Мне интересно, почему наши казахстанские каталоги в акции отличаются от России. Очень обидно, что там, например, на линейку Today идет 50% скидка, а у нас всего 40%. Да и еще много чего нет. Вот хотела бы услышать ваше мнение. А так Today-ка очень понравилось. Марина, спасибо большое за ваш вопрос. Я не устану отвечать на ваши вопросы, потому что подобный вопрос уже был. Но раз хотите, я еще раз повторюсь, потому что, в принципе, подписчики прибывают, и многие, может быть, не слышали этот ответ. Отвечаю. Россия и Казахстан – это две разные страны. Абсолютно две разные страны. Россия – это Россия, Казахстан – это Казахстан. У нас разный менталитет, у нас разные финансовые институты, да, как правильно сказать, я не финансист и не банкир. Хочу отметить, что вы посмотрите цены. В России в разы цены дороже, чем у нас в Казахстане в Эйвон. Это, знаете, это не ко мне вопрос, почему так происходит, это все... Ну вот из-за финансов, вот эти вот жизненного уровня, у них там немножечко все по-другому. У них немножечко все по-другому, у них Эйвон дороже. Ну, соответственно, и поэтому 50%, а у нас 40%. Но и не забывайте, у нас Эйвон тоже делает 50%. Это буквально вот в прошлом году, осенью или летом, была такая замечательная скидка. Были выставлены продукты, в том числе и Today, которые можно было приобрести с 50% скидкой. У них же тоже не каждый месяц эта скидка. Поэтому здесь даже и не переживайте. Если вы смотрите российских блогеров, учтите, что у них одна акция. У них, понимаете, опять же, у них, вот вы пишете опять же про акции, да? У них акции одни, у нас другие. У них спрос другой, у нас спрос другой. Поэтому и делается все под спрос.
абсолютно, я еще раз говорю, разные страны, разные менталитеты. У них воспринимается, допустим, к этому так, а к этому так. Не забывайте, что у них в России очень большая конкуренция в косметической индустрии, нежели у нас в Казахстане конкуренции пока нет. Пока нет. И поэтому это тоже очень сильно влияет. Мы монополисты, но не только Avon. Наши каталожные фирмы монополисты, у них посложнее, у них очень много фирм, и поэтому им надо вот как-то людей мотивировать, им посложнее, наверное, сейчас работать в это время, чем нам в Казахстане. Я надеюсь, я смог ответить на ваш вопрос. Если нет, мы вернемся к этой теме обязательно, потому что она мне тоже интересна, поэтому я вот отвечаю, как я понимаю. Я тоже общаюсь с некоторыми блогерами, мы переписываемся, и они говорят, у нас хорошо, мы смотрим на них, говорим, у них хорошо. Хрен его разберешь, блин, где правда. Хорошо там, где нас нет. Поэтому как-то так. Еще один вопрос от Сауле Нургалиевой. Сауле пишет: Алексей, добрый вечер. Для мужчин есть крем от морщин? Или можно женский инью использовать? Я, конечно, Сауле уже ответил на этот вопрос, но хочу я сбегать. Вот, Сауле, смотрите. Я использую инью крем. Но использую, правда, ночной, дневной мне не очень понравился. А ночной я обожаю, я им пользуюсь. То есть вот уже... В принципе, как-то так. Хочу отметить, что линейка Inyu, она не предусмотрена как женская линейка. Это крем. Это крем для лица. Вы знаете, что они у нас делятся по возрастной категории. И каждый цвет обозначает какую-то возрастную категорию. И этими кремами, соответственно, могут пользоваться как мужчины, так и женщины. Ну, соответственно, этой категории. Я общался с нашим специалистом. Вы, наверное, знаете, у нас есть специалист по продуктовой коммуникации Альфия, которая очень часто в официальной страничке Инстаграм проводит прямые эфиры, где я ей тоже говорил, что, Аль, надо почаще говорить то, что эти крема не женские, то есть их можно использовать как мужчинам, так и женщинам. Поэтому смело покупайте, используйте. Линеечка Kia тоже не делится на женскую. Линеечка Kia вообще называется семейной линейкой. Поэтому даже не переживайте. Да, у нас в Avon есть специализированная линейка для мужчин. И там есть крем. Крем, который Full Speed Turbo. Я им пользуюсь. Но я им пользуюсь больше всего как крем после бритья. Вот его можете покупать, но он, видите, он такой после бритья, и он идет с SPF. Если же вы хотите что-то против морщин, то используйте линеечку Inyu. И помните, у нас есть еще и разные крема, которые не только на возраст рассчитаны, а именно по специфике. По специфике, ну, что требуется для кожи. Ну, в принципе, я надеюсь, что я специально этот вопрос оставил, чтобы озвучить его, чтобы, ну, все, кто смотрит сейчас мое видео, понимали, что не делите женские крема, как... И, кстати, гели для душа у меня часто клиентки, спрашивают. Я вот предлагаю, допустим, Лагуна. Но это же женский. Я говорю, с чего вы взяли, что он женский? Это просто гель для душа. Есть мужской гель для душа, который создан специально для мужчин. Там написано гель для душа для мужчин. На Лагуне не написано, что гель для душа для женщин. Есть такая косметика. Поэтому читайте внимательно. Я думаю, что здесь мы тоже сняли этот вопрос. Еще один вопрос от очень доброй Гюль-Гюль. Это ник. Привет, Алексей. Мы когда вас смотрим, название на коробочках и в журнале идет как на зеркало. Как-то снимают ведь, чтобы мы могли тоже читать. Так я вас всегда люблю слушать. Друзья мои, да, эта проблема есть. Я буквально на днях снимал видеовлог, вы его увидите на неделе, где я рассказал, почему это происходит. У меня новый сотовый телефон, и я не могу избавиться от этого зеркального отражения. Я перелопатил весь интернет, дорогие мои, но я не знаю, как это сделать. Ищу, пока ничего не нашел.
Я снимаю на фронтальную камеру, здесь вот это я не могу убрать. Если я буду снимать на основную камеру, то тогда оно как-то автоматически снимает нормально. Но я уже сказал, что выйдет это видео, где я более подробнее к этому вопросу отнесусь. Поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения. Я надеюсь, что у меня получится эту ситуацию исправить. Если не получится, то тот телефон, который я сейчас купил, деньги на ветер. Следующий вопрос. И последний вопрос. Это от Моники Ильясовой. Моника Ильясова написала: Алексей, а где вы заказываете? У вас свой спонсор есть или как? Если честно, я растерялся, я не понял вопроса, что имела в виду Моника. Ну, где я заказываю? Я заказываю Avon Казахстан. Я зарегистрирован как представитель, у меня есть своя страничка. Я захожу на свою страничку, размещаю там заказ. Этот заказ мне формируют в городе Алматы. Там находится наш основной офис. И у нас там находится склад. Там формируют мне продукцию, в зависимости сколько коробок у меня заказ получается. Мне его отправляют в город, где я проживаю, город Усть-Каменогорск. Заказ я получаю в течение 3-4, ну максимум 5 дней. Заказ мне приходит в зависимости от того способа, который я выберу. Это или курьерская доставка на дом, или это Казпочта. Поэтому вот как-то так. По поводу спонсора, я не знаю. Для меня слово спонсор это тот, кто спонсирует, дает деньги, наверное, да, дает мне косметику. Но мне никто ничего не дает. Абсолютно никто ничего не дает, поэтому я не знаю, наверное, у меня спонсора нет. Если вы хотите... А сейчас будет реклама. Если вы хотите стать моим спонсором, в описании каждого моего видео пока еще есть ссылочка на кошелек, куда вы можете внести свое пожертвование и стать спонсором моего канала. Я буду очень вам благодарен, потому что не лишние будут. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Еще раз от всей души поздравляю всех с наступающим весенним праздником Наурыз. И все равно повторюсь, и пусть у вас эта весна принесет столько счастья, любви, добра, я не знаю. Пусть этот год будет для вас таким же вот светлым, как сам праздник, вот этот праздник прихода весны. Еще раз всех с Наурызом, всем здоровья и до встречи в следующем видео. Пока-пока. Пока.